Поддерживать порядок и эффективно обеспечить безопасность в акватории региона. С этой целью сотрудники ГИМС и МВД провели контрольно-надзорные мероприятия. В ходе рейда были осмотрены более 7 маломерных судов. Досмотровая группа проверила владельцев плавательных средств на наличие у них судового билета, технического талона, права на управление судном и разрешения на выход в море. Проверка показала, что не все владельцы имели с собой разрешительные документы. Кто-то перевозил пассажиров без спасательных жилетов, что является нарушением. Сейчас мы сегодня провели рейдовые мероприятия. В летний период мы проводим 2 раза в неделю сами. И вот как сегодня совместно с транспортной милицией и с российскими пограничниками они выявляют, брали ли разрешение на выход в море у российских пограничников. А мы уже по своей линии, они оформлены ли данные суда, есть ли права на управление судоводителей. На сегодняшний день вот мы проводили на прошлой неделе рейды, проверяли 2 гидроцикла. У них с документами были не в порядке. Один из них попал под штраф. Он был оштрафован на сумму 7500 рублей. После чего он все документы подготовил. Сегодня мы его проверили, и у него было все в порядке с документами. В ходе рейда было выявлено немало нарушителей и среди отдыхающих и местных жителей, которые выплывают в море на прогулочных катамаранах без спасательных жилетов. В связи с началом курортного летнего сезона увеличилось количество гидроскутеров, и Государственная инспекция по маломерным судам проводит рейдовые мероприятия и выявляют нарушителей. Немало и тех, кто заплывает в судоходную зону, что является крайне небезопасным действием. Сотрудники ГИМС на первый раз их предупредили. Если нарушения повторятся, то последуют штрафные санкции. Ответственных и законопослушных судоводителей встреча с представителями ГИМС не застала врасплох. К проверке они оказались готовы. Что не скажешь о тех, кто совсем не откликался на просьбу подъехать, игнорируя сотрудников МЧС. При более серьезном наблюдении необходимых требований, в том числе отсутствии разрешительных документов на управление судном, спасатели выписывают штрафы в размере от 6 до 10 тысяч рублей. По выявлению мы штрафуем, если в течение 3 дней человек оплачивает штраф, он оплачивает 50%. Если он не оплатил, если он не оплатил штраф, соответственно, мы его вызываем и можем документы аннулировать его на какое-то время. И передаем это, в принципе, совместно, как я и сказал, и с транспортной милицией, и с пограничниками. И его просто российские пограничники, которые работают у нас в Абхазии, его просто не выпустят. С началом курортного сезона ситуация усугубляется. Сотрудники ГИМС совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ России 3 раза в неделю проводят рейдовые мероприятия в акватории Сухумской бухты. По словам Тенгиза Сабуа, по Сухуму ситуация стабильная, но есть с чем работать. Больше всего нарушений выявлено в Гагре и Цандрипше. Ульяна Рожкова, Константин Паруло, Абхазское телевидение.